Счастье весом 3 килограмма 200 грамм 52 сантиметра. 29 марта в 10 часов 17 минут в Ингушетии родился Абдурахман, первый палестинский ребенок. Это первенец 37-летний Алаа Абушавиш. Считает рождение своего ребенка лучшим событием своей жизни и щедрым подарком судьбы. Она говорит, что это ее первый ребенок, долгожданный. Она очень счастлива, учитывая, что ребенок здоров, с первых дней находится с ней. Несмотря на шум, камеры, большое количество людей, Абдурахман спит крепким сном. Мама и малыш в полном здравии, жалоб никаких нет. В Республиканский перинатальный центр Алаа поступила 27 марта. Учитывая состояние пациентки, врачами было принято решение провести кесарево сечение. Несмотря на все сопутствующие сложности, по словам врачей, операция прошла успешно. Дальнейшее наблюдение пациентки и за ее ребенком будет происходить в нашем учреждении. Абдурахман означает с арабского «слуга Всевышнего». Имя сыну дал отец, который не смог сегодня разделить долгожданное событие в их семье. Алаа частично владеет английским языком. Проблем в общении с медиками не возникало. С переводом помогала врач-гинеколог Аза Асмиева. Говорит, она очень всем довольна. Алаа Абушавиш приехала в Ингушетию с первой группой палестинских беженцев. Ее супруг не смог покинуть Палестину. Он работает врачом, оказывает медицинскую помощь пострадавшим от израильских атак. Он, кстати, медицинское образование получал в России и имеет российское гражданство. Алаа очень надеется, что в скором времени он тоже сможет приехать в Россию, встретиться со своим первенцем и жить полноценной семьей. Я ждала этого ребенка в своей стране 4 месяца. Конечно, понимаю, что мне нелегко будет жить одной с ребенком, воспитывать его в стране, которую посещаю впервые. Очень надеюсь, что мой муж скоро приедет сюда и будет рядом с нами. После выписки из роддома Алаау и новорожденного встречают друзья и однофамильцы. Свои эмоции и радость от первой встречи с младенцем Абдурахманом не скрывают. Я очень счастлива появлению этого малыша. Алаа Абдушавиш выразила благодарность врачам перинатального центра Ингушетии. Медики РКПЦ поздравили маму и отметили, что это событие имеет большое значение для их коллектива и в целом республики. Ингушетия стала его родиной. Хотим проводить нашу пациентку и поздравить ее с благополучными родами. Первые роды в 37 лет. Надеюсь, это долгожданный ребенок, который украсит все их семейство. Родные Алаа, родители, сестры, братья тоже пока находятся в Палестине. Никто не пострадал. На связь с супругом и близкими выходит крайне редко, так как в Газе проблемы с интернетом. Помогать с ребенком пока женщине будут друзья и родственники. С конца прошлого года Ингушетия приняла 4 группы беженцев из Палестины. Это более 130 человек. Большинство из них дети. Все они проживают в гостинице «Аса» в Назране. Власти региона сегодня делают все возможное, чтобы они смогли начать новую жизнь в Ингушетии. Также поддержку оказывают неравнодушные жители республики и благотворительные фонды. Проводят сборы, помогают с приобретением техники, одежды, продуктов. Также из Ингушетии в Газу неоднократно отправляли гуманитарный груз для братьев и сестер, которые не могут пока покинуть Палестину и находятся в эпицентре геноцида, совершаемого Израилем. Диана Дударова, Султан Магушков, Султан Булгучев, Магаз 24.